Строгий наряд, сдержанные манеры. Она с радушием встречает каждого гостя. Сегодня все цветы в зале для нее. Раисы Дидиговой. В день презентации ее новой книги народную писательницу пришли поддержать коллеги по Перу, общественные деятели, политики и не только. В своем творчестве Дидигова до сих пор не устает призывать нас к милосердию, к сострадательности, к умению и способности прощать. Ведь в сердце мусульманина не должно быть жестокости и жестокосердия, не должно быть агрессивности, так как их не было в сердце Мухаммеда, их нет в исламе. «Печать пророков» – именно так называется новая книга Раисы Абукаровны. Высокая духовная планка, заданная уникальным богословским произведением «Кырксюаль», стала отправной точкой для народной писательницы в создании поэтического переложения этого труда. С приветственным словом от имени главы региона выступил Джамбулат Аздоев. Сердечно поздравляю вас с презентацией вашей книги. Создание вами поэтического произведения «Печать пророков» имеет огромное просветительское и духовно-нравственное значение. Это очень ответственный и сложный труд, требующий специальных познаний, специфики предмета. Сегодня именно ей адресуют слова признательности за любовь к творчеству, благодарности за кропотливый труд. И награды. Последних много не бывает. Отметить значимый день и поздравить ее приехал председатель Союза писателей России. И эта тема, и эта книга – это национальные интересы нашей России. Это именно национальные интересы, потому что эта книга показывает, что должно быть России и как должно быть России. Я даже больше скажу. Такие книги – это духовная безопасность нашего Отечества. Только такие книги будут создавать и укреплять наше государство. Поэзия рождает потребность стать лучше самому и сделать лучше других, говорит Раиса Дидигова. Ее новое поэтическое произведение написано по мотивам повествования турецкого ученого и писателя XVI века Фурати. Мне захотелось придать новую силу, что ли, пассионарности, какую-то мощь, которую я почувствовала, которая просто какими-то вибрациями ко мне из каждого слова Фурати переходила. И мне захотелось облачить то, что написано, в какой-то очень высокий слог. Сделать я это могла только переведя это в лоно поэзии. Ну и как говорят об этом отзывы, и письменные, и устные, тех, кто прочитал, кажется, мне это удалось. Удалось не то слово. Сегодня ее пришли поддержать единомышленники, коллеги из нашей республики. И не только. Написать такую книгу, это надо иметь большой дух, знания. Она изучила очень много литературы исламской. Ссылки на Коран, на другие источники исламские в этом стихотворном произведении на 500 листах. Это титанический труд. Я думаю, в мире аналогов не было и навряд ли будет. «Печать пророков» – это не просто книга, это 7 лет кропотливой работы, 500 страниц искренней любви к последнему пророку. Знаете, я очень серьезно отношусь к словам, потому что слова, они не только смысл в себе заключают, они в себе несут практически каждое слово, какие-то сущностные, историю каких-то сущностных вещей. И поэтому это меня все больше и больше вдохновляло работать со словом, хотя сюжет тот же, но именно работа со словом. Ее первое стихотворение «По лермонтовским местам» было опубликовано в журнале «Жизнь национальности» в 1975 году. Первая книга «Прикосновения» представлена на одной из выставок в Москве. Именно с этого сборника и началось знакомство с ее творчеством ингушского читателя. Я сама работаю учителем в школе. И я часто использую ее произведения при подготовке различных классных и школьных мероприятий. Своей тете я желаю долгих лет жизни, здоровья, и чтобы она еще долго и долго радовала нас своими произведениями. Книга написана при поддержке и консультации имама Центральной мечети Назрани Хизира Хаджи Цилоева. И сегодня
есть мечети, выступают имамы. Я бы попросил бы всех, кто присутствует здесь, объединиться, не разделяться на ученых, исламоведов или других. Цель общая – покорность Всевышнему. Учитель, директор и начальник отдела образования Назрановского района, а также заместитель главы администрации Назрани и зампредседателя правительства республики. Останавливаться на достигнутом Раиса не собирается. Впереди у нее долгий творческий путь. Хава Гагиева, Мулат Гириахильгов, Магаз 24.